Еврорадио.ФМ. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які, як звычайна, можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. Ледзь не апошнімі пра свой намер браць удзел у будучых парламенцкіх і прэзідэнцкіх выбарах заявіла партыя левых «Справядлівы свет». Пра тое, у якім фармаце яны плануюць браць удзел у гэтых выбарчых кампаніях і якія мэты сваім удзелам пераследуюць, мы сёння і пагаворым з лідарам партыі «Справядлівы свет» Сергеем Калякиным. Добрый день, спадар Сергей. Добрый день и хорошего дня всех, кто нас видит и слышит. Спадар Сергей, ну давайте с самого початку. И чему так вот уже все заявили, уже нават там кто-то казал, я вот буду кандидатом у президенты, а вы только зараз вот днями сказали, что да, мы будем брать удел у этих электоральных кампаний. Я не знаю, почему так было воспринят мой ответ журналистам, которые в воскресенье сказал, что партия будет участвовать в кампаниях и президентских, и парламентских. На мой взгляд, здесь ничего нового нет. Наша партия во всех практически кампаниях всегда участвовала. Мы считаем, что надо участвовать во всех выборах, и мы будем участвовать в выборах, но какой будет формат, нам пока непонятен, как и никому сегодня ни внутри Беларуси, ни снаружи непонятно, когда все-таки и какие выборы в Беларуси будут. И поэтому говорить сегодня о конкретном формате рано, подождем. Обещали, что в апреле Александр Лукашенко что-то скажет нам, какие выборы, когда будут. Может быть, нам скажут. Тогда будем более конкретно определяться, как мы будем участвовать, какие люди будут участвовать. Но что касается содержательной части, чем мы пойдем к людям, нам это сегодня понятно. Понятно, что мы будем использовать эту кампанию как политическую кампанию, если не изменится ничего в порядке проведения, для того, чтобы донести до людей наше видение, как должна развиваться Белоруссия, как можно улучшить жизнь людей, как нам улучшить наши позиции, в том числе в международном сообществе. То есть все это вот у нас есть, и мы хотим, используя кампанию, донести это за людей. И хотим, конечно, чтобы люди за наши идеи, за наших людей проголосовали. К сожалению, сегодня это не конвертируется в итоге протоколов избирательных комиссий. Калі мы уже заговорили про то, с чем вы пойдете до людей, неважно падчас якой кампании и калі яна будзе, але вот вы кажете, уже все вядома, все ж таки актуальные, надзённые темы, важные сёння будут доноситься. Вот, до прикладу, зараз вельмі важная актуальная тема будучыні незалежнасці і суверэнітэта нашай краіны, маўляў, вот эта вот интеграция, поглыбление яе з Россией. Ваша позиция на гэты конт? Наша позиция очень простая. Во-первых, я считаю, что эта власть сама раздула эту тему, которая не существует сегодня. Сегодня наша экономика, Россия угрожает нашему суверенитету ровно столько, сколько она угрожала 20 лет назад, даже меньше. Вот. У нас есть другая угроза, это неэффективная экономика, мы не самодостаточны, мы живем в долг, и если мы будем в таком же духе продолжать, то мы будем зависимы от всех, кто нас кредитует, в том числе от России, которая тоже является основным нашим кредитором. Поэтому здесь больше лежит наш суверенитет, и наша независимость лежит в сфере экономики, а не в сфере прямой политики. С другой стороны, я вижу как раз-таки, что вот здесь то, что делает нынешняя власть, это очень опасно. Нам надо восстанавливать нормальное, прагматичное отношение с Россией. Там наши интересы, интересы наших людей, там рабочие места, там заработные платы, там сбыт нашей продукции. И поэтому надо выстраивать эти отношения, договариваться с Россией, не переломить ситуацию, когда Россия сегодня строит альтернативные предприятия, и наши предприятия могут оказаться завтра просто не нужны ни в мире, ни в России, как сегодня произошло уже частично с МЗКТ. Россия построила альтернативный завод, хотя предлагала совместное производство нам делать. То есть тут надо думать очень серьезно. И я считаю, что мы должны углублять интеграцию в интересах наших людей. Сегодня 80% наших работающих людей в промышленности, в первую очередь, их, скажем, жизнь зависит от того, будет покупать Россия нашу продукцию или не будет ее покупать. И если мы будем идти дальше по пути конфронтации, то, я думаю,
надо что же понимать и объемы наших стран, так сказать. 2% мы составляем от объемов экономики Российской Федерации, и Россия может не заметить ухудшения наших экономических отношений, а у нас это очень сильно скажется и на наших кошельках, и на то, что находится у нас в кастрюльках, во что одеваются наши дети и прочее, прочее, прочее. Я згодны з вами у тым, што сяброўскія адносіны трэба падтрымліваць з усімі. І нават тыя, хто глядзіць больш на захад, чым на ўсход, яны таксама лічаць, што прынамсі псаваць адносіны канчаткова не трэба. Тым не менш, вот вы кажаце, што трэба паглыбляць эту інтэграцыю. А вот у ваше разуменне паглыблення інтэграцыі таксама трапляе тое, што вот на чым зараз настойвае там Россия, это і адзіная валюта, і адзіны нейкі там кіраўнік сумесны, ну і гэтак далей, все, што там прадугледжвае гэтая інтэграцыя. Ну, кіраўніка там нема, там есть давно, 20 лет, ничего ж нового. Мы 20 лет назад, кстати, по инициативе Белоруссии подписали соглашение. В 1999 году мы подписали это соглашение, в котором написано, значит, вот союзный договор, в котором написано его развитие поэтапно. Да, там есть конституционный акт. Сначала надо, во-первых, определиться, что за конституционный акт этот будет. И что это будет за единый кировник. Если это кировник с теми полномочиями, которые сегодня имеет президент Лукашенко или президент Путин, это одно. А если это, так сказать, генеральный секретарь ООН, это совсем другое. Поэтому надо смотреть, надо, конечно, по сути, вот договор, который подписан, нам ничем не угрожает. Валюту давайте возьмем. Я по многим позициям социально-экономическим и внутриполитическим не согласен с тем, что говорит Лукашенко, но в данном случае я с ним абсолютно согласен. В договоре написано, да, переход к единой валюте на равноправной основе, то есть создание эмиссионного центра, это создание какого-то рубля, был у нас уже в нашей истории, был инвалютный рубль в свое время в СЭФ, когда мы были в Советском Союзе, и было Содружество экономическое социалистического лагеря, у них была своя валюта, она, правда, не ходила наличным путем, она ходила безналичным. И точно так же евро. Он сначала появился как безналичный расчет, потом, когда стали понимать, что это выгодно, она была введена. Я сегодня не знаю, насколько маленькая Словения там, или не знаю, там, Словакия ущемлена в том, что есть евро, есть эмиссионный центр, в котором они тоже участвуют. Сегодня практически все страны Евросоюза печатают. Если вы посмотрите на евро, то там все они бумажки разные, потому что там разные картинки, и разные их выпускают центры. Поэтому вопрос состоит в наполнении, а не в том, что это будет, единая валюта. Надо смотреть, если нам это выгодно, если это улучшает наши позиции в экономике, снижает издержки, значит, надо на это идти. Если нет, надо четко сказать нет и почему, а не просто сказать, что мы этого не хотим. Есть много стран, которые пошли по этому пути. Есть многие страны, которые не пошли. Входят в ЕС, но нет единой валюты. Та же Швеция, допустим, возьмем. Полноправный член ЕС, но у нее своя ходит шведская крона, и нормально все существует. Поэтому упираться надо не в... Если мы будем упираться в частности, особенно в те частности, которые по-разному могут повлиять на разные интересы у нас, тогда мы как раз развалим и то, что где у нас есть объединенный интерес. Надо идти в том, что нас сегодня может объединять. И, конечно, что касается руководство Беларуси, оно должно исходить из интересов, в первую очередь, Беларуси. Если это выгодно белорусам, выгодно белорусскому народу, на это надо идти. Независимо, что, может быть, сегодня в публичном пространстве это очень, не очень как бы популярно, потому что люди не все понимают, иногда срабатывают какие-то стереотипы, и тут человек даже то, что ему выгодно, он свою выгоду не всегда понимает, но надо все это просчитывать, объяснять людям, почему надо идти. Второе, ведь должен решать все народ. Если мы уже пойдем на какой-то конституционный акт, а это, кстати, написано и в договоре в союзном, мы должны провести референдум в Белоруссии по вопросу, а хочет ли народ Беларуси идти по этим путям, хочет ли он вводить единую валюту, хочет ли он единые там какие-то органы, судебные органы. К примеру, сегодня вот я очень сожалею, что мы не попадаем под юрисдикцию Европейского суда по правам человека, потому что не входим в состав Европы. Что люди были бы еще больше защищены, когда их интересы национальные суды ущемляют. Россияне входят, не входя в Европейский Союз, и многие россияне пользуются этим. Поэтому наднациональные органы это не всегда плохо, с точки зрения, и в том числе с точки зрения соблюдения прав людей. Вернемся до выборов. Вы сказали, что формат удзелу будет залежать от того, какие выборы будут призначенные першими, парламентские ці президентские. А в принципе-то, какая разница?
Не, ну большая разница, допустим. Если мы ведем президентскую кампанию, она технологически просто совсем другая. Это один округ, это одна команда, это одна программа, значит, и на которого работает один человек, на которого работает. Если это парламентские выборы, то у нас будет как минимум там 70 кандидатов в депутаты по разным округам. И округ, к примеру, там в Лельчицах, и округ в Минске. Там разные должны быть месседжи людям, там разные есть проблемы, и мы должны на них по-разному отвечать. Это много команд по регионам. То есть это разные две компании, и поэтому, допустим, сегодня готовится вот к президентским выборам, а выборы парламентские будут раньше, ну это просто неправильно. Поэтому я и говорю, что конкретные... Надо тоже понимать, о чем я говорю. Партия готовится к выборам с того момента, когда прокончились предыдущие выборы. Но что касается конкретных деталей технических, конкретной подготовки людей к этому, то это будет проходить тогда, когда выборы будут объявлены. Так во всех странах происходит. Поэтому об этом я веду речь, а мы будем участвовать, действительно, будет наш представитель. И на президентских выборах будет наш представитель, будут десятки наших людей на парламентских выборах участвовать, это безусловно. Ну, магчыма ж ужо, скажем, на дадзеным этапе, ведаючы, што у нас, ну, хай сабе, да прыкладу, праз год будуць прэзідэнцкія выборы, ужо сказаць, што партыя вызначылася патэнцыйным кандыдатам у прэзідэнты, ці партыя вылучае сваім кандыдатам браць удзел у прэзідэнцкіх выбарах, там, скажем, Сергею Калякіну, ці я там не ведаю яшчэ там, да, Сергею Возняку, там, да прыкладу, а вот там про колькі людзей пойдзе на парламенцкія кампаніі мы абвесцім пазней і уже пачнем рыхтавацца конкретно да той кампаніі, якая будзе першай. Мы в партии определились, у нас есть 4 потенциальных кандидата. Мы этих людей, так сказать, они готовы, все эти люди. Вопрос, опять же, состоит в том, если выборы будут через год, то в течение года может много чего поменяться. В том числе, вот, ну, кто знает, буквально на днях ушел президент Казахстана в отставку. Ну, кто знает, может, Александр Григорьевич уйдет в отставку. Это будет одна ситуация политическая. Там могут одни люди в ней участвовать. Если ничего не поменяется... Вы верите в такой вариант? Ну, кто верил в то, что Назарбаев уйдет? Никто не верил. Мы не знаем с вами. Поэтому все может быть, и в жизни все происходит. Надо быть ко всему готовым. Значит, все мы, во-первых, смертны. Никто тоже не застрахован ни от чего. Сегодня, слава богу, у нас с вами хорошее здоровье, а завтра мы можем заболеть чем-то. Это все сложно в этом мире. Поэтому это тоже будет, безусловно, играть роль. Безусловно, будет играть роль, все-таки у нас будут хоть какие-то маломальские изменения, чтобы голоса считали. Тогда можно бороться за победу, причем серьезно бороться за победу, но даже не столько за победу, сколько за поражение действующей власти. Даже Александр Григорьевич, по моему глубокому убеждению, он фаворит будет кампании, но в силу того, что у него сосредоточены все и финансовые, и информационные ресурсы сегодня, мы его видим каждый день и по нескольку раз в день, так сказать, только он решает все вопросы в стране, но даже он не набирает сегодня 50% голосов избирателей. А по нашему законодательству, чтобы стать президентом, надо превысить планку в 50 плюс 1%. Поэтому, если не будут считать голоса избирателей, то очень сильно надо постараться власти, чтобы набрать их 50%. И здесь будет крайне важно действительно тяжелую артиллерию включать как бы всем, чтобы каждый смог оттянуть на себя голоса, чтобы не только создать второй тур, а создать понятную ситуацию, что сегодня не доверяет никому. А там, если уже будет второй тур, вообще может поменяться вся политическая ситуация в Беларуси. Поэтому это сценарий важный. А если будет как сейчас, когда люди голосуют заодно, по одному, а голоса никто не считает, вернее, их формально считают, но объявляют другие результаты, тогда это смысла не имеет, и кампания, вся ее ценность заключается в том, чтобы укрепиться в общественном сознании, показать людям альтернативные возможности развития нашего государства, развития социальной сферы, развития экономики, значит, развития тех же международных отношений, большей популярности добиться партии, укрепить ряды партии, может быть, засветить новых людей в партии. Сегодня это есть проблема для новых политиков, чтобы стать известными. Мы перервемся на невеличкую паузу. Я нагадаю, что у нас у гостях Сергей Калякин. Это сумесный стрим Еврорадио и Е-промовы.
Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўрарадыё. Навіны – наша справа. Вітаю ў студыі Святлана Адзінец, каротка пра асноўныя падзеі. У Беларусі зафіксаваны ўжо 3 факты незаконнага выкарыстання сімволікі другіх еўрапейскіх гульняў. Пра гэта паведаміла старэйшая оперупаўнаважаная па асабліва важных справах ГУБЭЗМУС Вераніка Пасмеццева. Нагадаю, што адзіным праваўладальнікам таварнага знаку еўрапейскіх гульняў з'яўляецца ягоны фонд, ягоная дырэкцыя. Аднак ужо 3 фірмы, а таксама фізычныя асобы спрабуюць незаконна выкарыстаць сімволіку, каб зарабіць на ёй. Фізычныя асобы і юрыдычныя асобы ў Мінску, Мінскай вобласці і Магілёве прадавалі кубкі, майкі, бірулькі і іншую сувенірную прадукцыю. Трагічны выпадак адбыўся заўчора ў Глыбоцкім раёне. 43-гадовы кіроўца пагрузчыка падчас працы стукнуў каўшом 51-гадовую работніцу. Жанчына сканала на месцы, праводзіцца праверка, заведзеная крымінальная справа за прычыненне смерці па неасцярожнасці. МЗС России прымірэнча адказаў прадстаўніку беларускага МЗС Анатолію Глазу. Прымірэнчы каментар з'явіўся на сайце расійскага МЗС. Нагадаю, што канфлікт узнік 14 сакавіка пасля рэзкага інтэрв'ю амбасадара Расіі Бабіча. Анатоль Глаз рэзка адказаў амбасадару, назваўшы таго бухгалтарам. У цяперашнім каментары расійскага МЗС гаворыцца, што ўвага да беларуска-расійскіх адносінаў вытлумачальная з улікам маштабу і глыбіні стасункаў. Аднак Беларусь застаецца братняй краінай і найдаражэйшай стратэгічнай саюзніцай. У пятніцу, таксама ў гэтыя выходныя ў нашай краіне чакаецца парывісты, нават трохі шквальны вецер да 20-22 метраў на секунду. Тэмпература паветра да 16 цяпла. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы разам з маім госцем, лідарам партыі «Справядлівы свет» Сергеем Калякіным. Мы разважаем пра будучыя парламенцкія і прэзідэнцкія выбарчыя кампаніі. Спадар Сергей, вы сказалі, што у прынцыпе фармат удзелу партыі ў выбарах будзе залежыць ад таго, якія выбары будуць першымі. І разважаючы на гэтую тэму, вы сказалі, што за год, калі да прэзідэнцкай кампаніі яшчэ там, да прыкладу, год чакаць, за год шмат што можа змяніцца. І, да прыкладу, у Беларусі можа раптам паўтарыцца казахскі варыянт, што Александр Рыгорович скажа на якім-небудзь сур'ёзнай нарадзе: «Я стаміўся, я сыходжу». Як вы лічыце, наколькі ўсё ж такі беларускія ўлады могуць пайсці па казахскім шляху? Ну, я это сказал не просто так. Я слышал, что сам Александр Лукашенко недавно об этом говорил. Что он об этом думает, что он не собирается, как он выразился, его не понесут там ногами вперед с президентского кресла. И даже мы слышали, что в ближайшие 5 лет как бы будут изменения в Конституции, инициированные властью, с перераспределением полномочий между президентом, парламентом. Правда, это будет все, заявлено было, что это будет в течение 5 лет сделанных, и пока президент готовится идти на эти выборы. Поэтому, все может быть, еще раз, и нельзя ничего исключать, хотя мы реалисты, мы понимаем, что, скорее всего, как я уже сказал, фаворитом кампании будет Александр Лукашенко. Он на эти выборы пойдет, если ничего не случится тут чрезвычайного. И исходя из этого, мы видим еще, что никакие рекомендации, которые были даны и нашими наблюдателями, и БДИЧ по БСЕ, которые требуют от Беларуси выполнения ее обязательств перед ОБСЕ в части проведения свободных и справедливых выборов, ничего не было выполнено, никакие изменения в законодательство не внесены. Значит, и практика будет та же самая, что была, поэтому мы понимаем, что в первую очередь эту кампанию надо будет использовать как политическую кампанию, а не строить воздушные замки, что все будет честный подсчет голосов и можно побороться за победу.
К сожалению, в условиях вот сегодня, реальных условиях, в которых проводятся последние выборы, уже начиная с 2001 года, бороться за победу могут только те, кто объявляет результаты. Поэтому мы это понимаем, исходя из этого будем участвовать. А это тоже, ну, поймите, это психология людей другая. Ведь люди, уважающие себя многие, как бы, они считают, хотя у нас есть этот спор, я не со всеми согласен, но многие, ну, можно понять их. Они говорят, зачем я пойду, что я потом буду рассказывать людям. Они за меня голосуют, и меня поддерживают, а в результате у меня получается там 5% или там 3% на выходе. И мне непонятно, что этим людям сказать, и зачем вообще я трачу силы, энергии, а сегодня это и собственные средства, потому что государство отобрало возможность, как было раньше, что каждый кандидат имел государственные ресурсы для того, чтобы вести агитацию. Вот, все это вместе, плюс у многих людей, которые могли бороться, они где-то работают, занимают серьезное положение, для них это вообще опасно. И в этих условиях вот им идти на выборы зачем? И трудно им объяснить, что только да, ты делаешь благое дело, ты работаешь на будущее Беларуси, ты помогаешь там авторитету партии, все остальное, это все хорошо. Но не для всех людей это становится таким аргументом. Поэтому это может быть один состав участников, если так. И мы готовы к этому, мы понимаем, кто уже точно пойдет. Но есть и другой состав, который, если будет возможность действительно серьезно побороться за изменение ситуации, побороться за мандаты или же побороться за кресло президента, то здесь могут пойти другие люди. Они могут рискнуть сегодняшним положением. Многие из них занимают приличное положение, в том числе в государственных органах, и пойти на то, чтобы в этом деле поучаствовать. Но для этого, я еще раз говорю, для этого должны произойти какие-то изменения. И тогда это будут другие люди. Шмат разваг про тое, што ведаючы, што выбараў няма і палітычныя партыі ўсё адно бяруць удзел у выбарах, яны такім чынам, ну, іграюць на руку кіруючаму уладзе, скажем так, просто. Ваша позиция в этом аргументе. Будете вы играть на руку уладзе своим делом? Ну, мы никогда не играли. Вообще, вот в том, что вы сказали, я знаю эту точку зрения, в ней нет здравого смысла. Потому что я очень хочу сказать, что власть очень бы хотела, чтобы на выборы не ходили его противники. Тогда не надо ничего фальсифицировать. Приходят только твои сторонники, делают открытый подсчет голосов, показывают, что победил. А еще лучше, чтобы не было партнеров с оппозиционных партий. Тогда только кандидаты от власти идут. Зачем фальсифицировать? Все честно, все открыто. Международное общество сказать, видите, вот у нас все люди голосуют за действующую власть. У нас других просто нету. И это просто вот эта игра на руку власти. Когда мы идем на выборы, не только наша партия, другие оппозиционные партии, вообще независимые кандидаты, вы смотрите, что происходит. Как правило, очень сильное давление власть оказывает, чтобы они не шли. И по месту работы, по жительству, по родственникам, так сказать, проходятся. Почему власть реагирует, чтобы они не шли? Значит, это власти невыгодно, значит, это все-таки не игра на власть. Власти это опасно, потому что тогда нужно колпачить, нужно мухлевать, потому что многие наши кандидаты, не все далеко, они обладают потенциями, чтобы побеждать сегодняшних властных кандидатов. И тут, для того, чтобы победить, надо загонять людей на досрочное голосование, надо манипулировать этим досрочным голосованием, надо не допускать наблюдателей, надо вести закрытый подсчет голосов, чтобы объявить результаты, которые нужны власти, а не так, как проголосовали люди. И это можно добиться только через участие. Только через участие, активное, причем по всем направлениям. Это не только кандидаты в депутаты. Это и привлечение людей, мобилизация людей на наблюдение, чтобы за выборами, на ловлю за руку жуликов, которые фальсифицируют. И мы каждый год ловим этих жуликов. Правда, в условиях нашей системы, отсутствия независимого суда, значит, очень трудно и практически невозможно привлечь к ответственности этих преступников, которые, собственно, совершают преступления. Но вместе с тем мы их ловим, мы не даем уже вообще комфортных условиях тем, кто манипулирует волеизъявлением граждан. И я считаю, наше участие – это как раз-таки не игра на власть, а игра против власти за изменение существующей ситуации. Добра, яшчэ одна такая позиция есть, что, маўляў, что вы одразу вот проціся на прэзідэнцкія і парламенцкія выборы. Есть выборы мясцовые. Вот выставите у кожного выборчае акрузе своего кандидата, там 20 тысяч кандидатов. Вот добіцеся нечага там. А потом поступово нарощиваете свою вядомасць и уже тады идите там на парламенцкие выборы и так далее. Маўляў, что вот вы зараз вот чисто пиарите и все ведаючы, что все одно ничего не добьетесь.
Ну, мы участвовали, понимаете, к нам это не относится, мы участвуем во всех выборах, в том числе в местных выборах, последних мы активно участвовали. У нас нет, к сожалению, такого количества кандидатов, чтобы закрыть все округа, это надо порядка 8 тысяч человек, сегодня с нашими 3 тысячами это просто физически невозможно, ведь надо, чтобы не только был кандидат, чтобы была у него группа поддержки какая-то, надо, чтобы были члены комиссии и все прочее. К сожалению, нынешняя политическая система привела к тому, что сегодня у партий это невозможно. В 1995 году наша партия выдвигала более 5 тысяч кандидатов, имела почти 250, то есть не 250, а почти 1500 депутатов местных советов поселковых, и все. Мы имели только в парламенте, в Верховном Совете 13-го созыва, имели 45 депутатов. Но это было в других условиях, когда была демократическая ситуация, когда голоса считали. И когда была одна коммунистическая партия. Нет, как раз-таки уже были все партии. Были уже и УГП, и БНФ. Кстати, БНФ тогда был на подъеме, а мы у него выиграли практически во всех округах. И БНФ не был представлен в Верховном Совете 13-го созыва, хотя перед этим он триумфально выиграл все местные выборы, так сказать, перед этим. То есть это была реальная политическая борьба. И было несколько фракций в Верховном Совете, не только мы. Были аграрии очень сильное, тогда 40 человек, были нас 45, было, скажем, либеральное крыло представлено, 15 депутатов гражданского действия тогда на основе ОГП, была партия труда, была партия власти, и Лукашенко имел 60 там почти депутатов, но это был многопартийный парламент, который образовался в результате волеизъявления людей. А потом вдруг резко, после узурпации фактически власти в 1996 году на референдуме, с протаскиванием незаконным референдума, на референдуме Конституции, слома всей системы свободных выборов, вдруг перестали голосовать вообще за другие партии, за других людей, вообще не стало независимых кандидатов, как правило, и поэтому сегодня совершенно другая ситуация. И есть пока и люди, есть идеи, с этими идеями надо идти к людям, надо им показывать, что нынешняя ситуация, нынешняя политическая система, отсутствие выборов, это в том числе плохо для людей, для их детей, для их сегодняшней зарплаты, для их будущего. С этим всем надо идти к людям, ведь людей не столько сегодня интересует, как мы с вами говорили в начале, вот отношения там России и Белоруссии. Их интересует, что есть в кошельке. Что есть в кастрюльке сегодня, в чем пошел ребенок в школу, есть ли у него там на завтрак, во что его одеть, так сказать, где жить завтра, если молодой человек получает, создает семью, как он будет жить, где найти это жилье и будет ли оно когда-то, как вообще вылечиться, где найти деньги на лекарства, на операцию. Эти все люди волнуют людей, а это чистой воде политика, чистой воды политика. Все, государство многое может сделать сегодня для того, чтобы это улучшить, но надо по-другому построить совсем и экономическую систему, и политическую, и социальную. До речі, зараз от шмат розважають на тое, ці будзе нейкім чынам спрабаваць паўплываць на гэтыя выборы, ну, я так разумею, найперш прэзідэнцкія, але і парламенцкія таксама, Расія, што, маўляў, могуць з'явіцца там прарасійскія кандыдаты, стаўленікі Крымля і гэтак далей. Як вы оцениваете такую вероятность? Я пока не вижу каких-то движений в этом направлении. Если бы это было так, то мы бы на российских каналах уже кого-то видели из белорусов, потому что у нас на президентские выборы не может пойти гражданин России. Он должен быть уроженцем Беларуси и жить последних 6 лет здесь. Мы бы с вами уже увидели на российских каналах каких-то наших политиков, которые, не только каналов, на сайтах российских, там, в средствах массовой информации, других, где-то увидели этих людей, которые Россия двигает, на президентские выборы, например. Вельми часто апошнім часам нешта Олега Гайдукевича на российские каналы запрашивают. Дело в том, что Олега Гайдукевича его двигает не только Россия, его двигает власть, его приглашают, если вы заметили, на все ток-шоу, которые идут в Белоруссии, как бы. Я считаю, что такой технический спарринг-партнер власти, как раньше был Сергей Гайдукевич, сегодня Олег Гайдукевич, поэтому для меня не новость, что его продвигают. Вполне возможно, в данном случае Россия помогает белорусским властям для продвижения своего спарринг-партнера, а вот чтобы двигали кого-то, из оппозиции, либо таких независимых кандидатов, которые бы, явно противопоставил бы себя действующему президенту, по крайней мере, заявлял, что он как бы хочет изменить и политику, и хочет сменить самого президента. Я такого не вижу, поэтому, на мой взгляд, это несерьезный пока разговор, хотя все может быть. И я скажу больше. На всех предыдущих выборах и Соединенные Штаты Америки, и Германия, и Европейский Союз оказывал влияние, пытался оказать влияние на выборы в Белоруссии, даже пускай в позитивном ключе, и тот же ОБСЕ
Россия пыталась повлиять, чтобы выборы были свободными, справедливыми. И всегда в любой стране внешнее влияние тоже есть оно, его нельзя исключать. Яшчэ раз прыгадаю выборы 2015 года, тады вы один з палітыкаў, калі сабралі прэс-канферэнцыю і шчыра ўсім сказалі: мы не сабралі неабходную колькасць галасоў, нават падавацца і там, а тым больш пад ксеракопіі нейкія падкладаць мы не збіраемся, таму сумленна сыходзім. Не сабралі, зразумела. Зараз адкуль упэўненасць, што зараз атрымаецца сабраць? Ці няма такой упэўненасці? Ее никогда нет. Это же, поймите, для того, чтобы собрать 100 тысяч голосов в наших условиях, это надо, такая приличная команда, чтобы эти подписи собирала хотя бы 5000 человек. Это, если человек заявляет, что у него команда 200 человек, он потом говорит, что он собрал 100 тысяч подписей, это просто тех, кто понимает, что это такое, особенно вообще в нашей стране. Даже если бы не было давления, это довольно сложно. Потому что многие люди, они очень даже и побаиваются давать голоса за альтернативного кандидата. Мало ли что будет. Поэтому вообще я считаю, что в нашей стране в 2015 году, и не только в 2015, и в 2010 году, никто, кроме Лукашенко, подписей не собрал. Кстати, недавно Ермошина заявила, что 100 тысяч подписей для Беларуси – это крайне-крайне много. Эта норма приблизительно в 20 раз выше, чем для России. Она практически сопоставима там по количеству, но у них население в 30 раз больше, чем у нас, и поэтому в 15 раз больше, чем у нас, и поэтому вот наша норма, она очень высокая. И поэтому мы заявили, потому что если бы ты этого не сделал, ты попадаешь в зависимость. Если вы помните историю, когда Лукашенко сказал, что я тут некоторым нарисовал голоса, чтобы они поучаствовали. И так не сильно кто спорил с этим делом, потому что понимали, что да, видимо, под этим что-то было. Но это дает возможность, во-первых, самому Лукашенко сортировать состав, который будет. Он может всегда поставить, сказать, что собрали наиболее слабые, отсеять наиболее сильных. Чтобы не попадать в такую зависимость, не быть в данном случае, не играть по правилам власти, мы об этом заявили. Но я сегодня утверждаю с полной ответственностью, никто из тех, кто участвовал в президентских выборах 2015 года, кроме Лукашенко, подписей не собрал. Что мы со многими, особенно оппозиционными, мы встречались до 1,5 дня до того конференции, которую я объявлял, и они реально объявляли цифры, сколько они нам говорили, как идет сбор подписей, и все они говорили, что у всех там было 50-60 тысяч, и вдруг там за 5 дней они собрали все остальное. Так не бывает. Поэтому большие есть у меня сомнения, что те участники, которые участвовали в 2015 году, не пошли на сделку с своей совестью и с властью, участвуя в этих выборах. Ага. Раз уже почали так выкрывать и казать всю правду, так может и про 2010 год скажете? Про 2010 год такая же была ситуация, потому что если мы проанализируем количество группы поддержки, которые были, и 10 кандидатов, и что они собрали, там заявляли по 150 и по 120 подписей, это просто невозможно технически даже сделать, поэтому многие там, скорее всего, там была другая ситуация. Я вот знаю, что собрал подписи, кроме Лукашенко, собрал Никляев. В 2010 году мы не участвовали, в 2010 году у нас не было кандидата, мы тогда сконцентрировались на наблюдении за выборами, приняли принципиальное решение единственный раз и поняли, что это было не совсем правильное решение. Вот сегодня почему мы говорим, что будем участвовать, но мы не участвовали. Но тогда, скорее всего, было 2 кандидата, которые собрали. Это Никляев и Лукашенко. Все остальные тоже там участвовали, может, для того, чтобы растащить демократические голоса у того же Никляева. Вполне может быть. И на завершение, как вы лічыце, ці не лепш было б паспрабаваць адзінага кандидата? Если бы в Беларуси были выборы сегодня, и мы понимали, что будет честный подсчет голосов, возможно, эта точка зрения имела бы смысл. В условиях, когда не считают голоса, единый кандидат, как правило, это компромисс. То есть он идет к людям с программой, которая устраивает всех, кто поддерживает этого единого кандидата. А у нас все разные силы. Допустим, Белорусский народный фронт и мы, или даже Белорусский народный фронт и ОГП, Белорусский народный фронт, социал-демократы, справедливый мир. Это разные позиции по геополитическим и по социальным вопросам, по экономическим вопросам. Поэтому все это причесано так, что никому не интересно. И в результате мы теряем тех людей, которые могли бы за каждого из нас в отдельности проголосовать.
И многих вообще просто отталкиваем. Мы это прошли, кстати, имеем опыт. В 2006 году мы поддержали единого кандидата, но это было с потерями для нас. Но тогда был еще шанс, что, может быть, будут честные выборы. Мы сознательно на это пошли. Поэтому в нынешних условиях я не вижу аргументов за тем, что вот пойдет один кандидат. Все, кто не пойдет из политических сил, все они потеряют. А один, который пойдет, ничего не приобретет. Дякую вялікай. Я нагадаю, что у нас у гостях сегодня был лидер партии «Справедливый свет» Сергей Калякин. У студии для вас працаваў Зміцер Лукашук. Это был сумесны стрим Еврорадио и Е-промовы. Слухайте нас. Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці. Мы першае рок-радыё Беларусі. Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.